Испокон веков в Буджакской степи овцеводство было основной отраслью животноводства. Занятие данным видом отрасли всегда было престижно, прибыльно и, самое главное, оно всегда было надежным основанием развития экономики края. Руководствуясь такими побуждениями, 3 года назад уроженец села Кирсово приобрел племенных породистых овец для занятия данным делом на основе современных требований. Для того, чтобы начать свой бизнес, молодому человеку потребовались финансовые средства. Он взял кредит, заложив большую часть имущества. Затем выиграл грант и получил субсидии. Но, по словам фермера, это не способствовало решению всех проблем. Мы затратили на овец 500 000 лей. Из них 300 000 мы взяли молодежный кредит, а остальные 200 000 взяли простой кредит в банке сначала. Из 300 000 доля гранта была 120 000 лей под 7,5% годовых и 200 000 по 12% годовых. Сегодня, чтобы взять кредит, надо что-то заложить. А так как нету людей, что заложить, то получается, что сложно. А никто не дает беззалогового кредита, даже молодежного. На тот момент мы заложили всю территорию, все, что мы имели, имущество, дом, все заложили для того, чтобы нам дали молодежный кредит. Из тех денег, то, что нам вернули субсидии, часть денег, вернее, вся сумма ушла на начальный внос капитала за трактор. Мы купили сразу новый трактор для того, чтобы заготавливать корма для овец. И вот тут у нас вот уже корма, тиковальный бэушный тоже из Германии привезли. И вот корма, то, что мы заготовили овцам на зиму. Работники и односельчане приветствуют занятия овцеводством, так как данный вид деятельности уже стал традицией для нашего края и приносит для человека много пользы. Наши деды и отцы не всегда у нас на Буджаке всегда были овцы, коровы, все вот это. И поэтому я и уважаю их дело, Вадимина дело. Отец тоже овцеводством занимался. Чабаном работал. И свои овечки имели, и отец на колхозных работал тоже. Я и на сельских работал, и на колхозных работал. Занимаюсь от малых лет и любитель с ними заниматься. Дает шерсть, дает молоко, дает шкуру, мясо и так далее. Несмотря на то, что у фермера имеется сертификат на племенное производство, спроса на продукцию уже давно нет. Предприниматель утверждает, что он посещает всевозможные семинары, на которых ему обещают помочь, однако пока ситуация не меняется. Сегодняшний день у нас молодое поголовье штук 70 овцемат, ярочек мы оставили на воспроизводство. И в прошлом году мы оставили тоже штук 70 на воспроизводство, для того, чтобы в этом году они уже будут иметь, дадут нам какой-то плод, посмотрим, что у нас получилось. Но на сегодняшний день на рынке нет никакого в Молдове. В прошлом году был покупатель, но потом отказался, так как не было субсидий. Соответственно, ему не дали денег и отказались покупать. И оставляем все себе на сегодняшний день. Ни мужских, и женских, ничего не продается. Но нас собирали в Камрате не раз, в Кишиневе на семинарах. Мы обещали, что будет. Так как у меня единственная ферма в Гагаузии. Нас обслуживает институт Новых Анен, Люцканов Петр Ильич. Он обслуживает нашу ферму, делает селекцию, воспроизводство ручным способом и так далее. И как бы у нас есть сертификат на племенное хозяйство. И наша продукция, то, что мы воспроизводим, она тоже считается племенной. У нас на все овцы, на все поголовье есть паспорта. У нас самая большая проблема – это не хватает средств. И вторая проблема – нет рабочих средств. Никто не хочет работать. Не то, что у меня, на всех фермах, с кем я не встречаюсь, потому что мы ездим по семинарам, ездим по районам, у кого есть тоже опыт, смотрим, чтобы что-то обменять, что-то посмотреть, что-то красивее, где кто как старается, кто что делает, может что-то новое увидим. У всех проблемы с рабочим. То есть рабочих? Рабочих нет, да. На сегодняшний день мы платим зарплату 3000 лей работнику, но все же никто не хочет работать. Говорят, что мало. У нас сегодня люди по-другому привыкли жить. Приближается зима, и есть необходимость застраивать поврежденные участки помещений. Получаемую продукцию нужно реализовывать. Нужна рабочая сила, но люди отказываются работать и требуют более высокую заработную плату. А между тем молодой предприниматель ищет способы, как погасить кредит. Фермер надеется на помощь со стороны властных структур, однако ее пока нет.